Для Запада станет проблемой существование государственной системы, которая бы угрожала системе капитализма. Для Запада проблемой является ситуация, если существует нечто, что ставит под вопрос систему его ценностей, заключающуюся в накоплении материальной выгоды, как первой и последней цели жизни человека, с одновременным обесцениванием нравственных и духовных ценностей. Запад боится, что придет иная система, которая отрубит его пальцы, пущенные в чужой карман в рамках так называемых интересов главенства. В современном мире нет проблемы в покупке нефти взамен машин или в покупке чего-то иного взамен электронной техники. Нет в этом проблемы. Проблема в том, что тебе навязывают определенную цену, определенную торговлю, определенные правила игры, нагло отнимают твое имущество, вынуждают тебя продавать и покупать то, что ты не хочешь. Вот в чем проблема. Соответственно, если будет существовать независимая государственная система, имеющая собственную волю к действиям, собственное видение экономики, социальных отношений, политики и правления, то для Запада это составит проблему. Для Запада не проблема, если ты носишь бороду или если кто-то поднимает исламские лозунги. Когда под конец Первой мировой войны Британия захватила Багдад, командующий британскими войсками, услышав, как в городе звучит азан на молитву, спросил, о чем он поет. Ему ответили, он созывает к молитве. Тогда он спросил, есть ли в его призыве протест против нашего присутствия здесь. Ему ответили, нет. Тогда он сказал, пусть в таком случае кричит азан, у него красивый голос. Представляете, он, видите ли, позволяет этому бедолаге кричать азан. Поэтому, если сегодня ислам, азан и мечеть не будут выступать против присутствия Америки на землях мусульман, то пусть такой ислам будет и дальше. Но если ислам будет отличительной политической системой, отличительной экономической системой, если он положит конец размещению у нас филиалов МВФ, ВТО, Всемирного банка и всех остальных институтов капитализма, то у нас однозначно будут проблемы с Западом. Соответственно, до тех пор, пока люди будут направляться к исламу природным, инстинктивным, разумным, интеллектуальным, каким угодно путем, Запад будет вмешиваться в этот процесс. Он будет пытаться умерить ислам согласно своим интересам и скажет, давайте-ка мы его немного поменяем. Скажет, все мы братья в религии, в том смысле, что, мол, мы все потомки пророка Ибрагима, алейхиссалям, а значит, мусульмане, иудеи и христиане одинаковы между собой. Да, у каждого из нас своя религия, но все они имеют одни корни, начиная с Муса, алейхиссалям, продолжая Иса, алейхиссалям, и заканчивая Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а значит, все три религии равноценны. Вот такую мысль они преследуют под так называемым диалогом религий, желая отрезать от ислама его системы жизни и уравнять его с остальными религиями. Запад свел на нет или исказил недавние революции мусульман. Мы поднимали революции, находясь под узурпацией Америки и Европы, при том, что разведслужбы западных стран не смогли предугадать начало революции, которые подняли мусульмане. Когда же поднялись революции, Запад тут же попытался сбить их с пути. Того подкупил, тому заплатил, того привел в движение и такими способами добился желаемого. В прошлом он удалил ислам с политических кругов, заменив его иными идеями, как, например, социализмом, смешав его с исламом. Его так и назвали социалистический ислам. С чего это социалистический? А потому что сподвижник Абу Зар, радиаллаху анх, хорошо относился к слабым и бедным людям. Социализм тоже хорошо относится к слабым и бедным, а значит, ислам социалистический. Потом они заявили о капиталистическом исламе. С чего это капиталистический? А потому что сподвижник Усман, радиаллаху анх, обладал крупным капиталом, вел бизнес, а значит, среди сподвижников существовал капитализм. Теперь они говорят о демократическом исламе. С чего это демократический? А потому что у нас есть шура. Уже придумали и новый термин – шурократия. Исказить ислам и лишить его изначального содержания – это стало последней линией обороны Запада. Я хочу повторить еще раз, что когда мы говорим об исламе, то говорим о политической системе. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Мекке, то она своей несправедливостью, угнетением и репрессиями была очень похожа на современную Америку. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выступил, порицая торговцев, обвешивающих на весах. Он так и сказал «горе обвешивающим». Таким образом, он атаковал не только само обвешивание, но и тех, кто им занимался. Он заявил, что горе будет тому человеку, который обвешивает других на весах. Таким же путем он атаковал главенствующую в городе идею, так называемую идею поклонения тому, чему поклонялись отцы. Он атаковал сам метод их мышления. Так и сегодня мы должны атаковать капиталистический метод мышления, идеи компромиссов и отказов от части ислама. Если ты последуешь их методу мышления, то отклонишься от своей цели. Ислам с первых дней неспослания откровения Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям,
пришел к нам революционным путем, желая поменять обстановку жизни полностью. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не соглашался с главенством в Мекке Абу Суфьяна, порабощающего людей. Он не соглашался с главенством Абу Джахля, Валида ибн Мугиры и прочих им подобных. Не соглашался с господством обвешивающих на весах, закапывающих заживо дочерей. Не соглашался с господством тех, кто ущемлял людей ради материальной выгоды. Ислам пришел, чтобы изменить эту ситуацию, а не мириться с ней. Такой ислам Америка не желает видеть, и по этой причине она разворачивает среди людей диалог религий в желаемом для нее формате, с единой целью – лишить ислам его изначального содержания, точно так же, как до этого в 60-х и 70-х годах лишила содержания социализм, пропагандируя заново так называемый национал-социализм. Был поднят лозунг французского социализма. Откуда вообще взялся французский социализм, итальянский социализм? Создали партии, назвали их социалистическими, те подняли социалистические лозунги и заполучили симпатии людей, чтобы те не симпатизировали Компартии в Советском Союзе, дабы она не влезла в Европу. В итоге идея социализма в Европе лишилась своего содержания, а сегодня Запад точно таким же путем стремится лишить содержания и ислам, чтобы тот не имел сил избавить человечество от гегемонии капитализма.